Тренер – это ключевая фигура в жизни каждого спортсмена. Именно он своим ежедневным, кропотливым трудом раскрывает потенциал человека, дарит уверенность и настраивает на победу. Мир глухих – особенный мир. Ребята с нарушением слуха требуют индивидуального подхода. Не каждый тренер может с ними работать. А вырастить чемпиона Сурдолимпийских игр – настоящее геройство. Это фильм о талантливом тренере, мудром наставнике первых якутских борцов, покоривших Олимпиаду глухих. Фильм посвящается 70-летнему юбилею заслуженного тренера России и Республики Саха-Якутия Бориса Прокопьевича Федорова. Борис Прокопьевич родился 1 июля 1953 года в городе Якутске. Борисом его назвала мама Марфа Никитична, которая всю жизнь проработала медсестрой. Вместе с детьми она переехала в село Покровка Амгинского улуса. Детские годы Бориса прошли на берегу живописной реки Амга. Он был очень шустрым, сильным и энергичным мальчиком. Любил бегать, прыгать, играть в футбол, волейбол, настольный теннис. Но особенно ему нравилась вольная борьба. С 5 класса Борис усиленно тренировался и становился чемпионом Амгинского района по вольной борьбе. Он был одним из ярких воспитанников спортивной школы имени Николая Захарова, Сахатча. Ему сулили большое спортивное будущее. У меня с малых лет уже мечта была стать тренером. Поэтому по окончании школы я поехал в город Москва поступать в Государственный центральный орден Ленина Институт физической культуры. Все экзамены сдал на отлично. Очень рад был. Бег на километр сдавали, я сразу стартанул. Ну там баскетболисты, все виды спорта были. Они друг на друга смотрели и думают, этот чукча где-то остановится. Но я первым пришел, все сдал. И главный тренер Гуцалив-то попросил, Борис говорит, есть твой старший брат, мастер спорта, давай мы его вместо тебя включим, а ты вот в школу тренеров поступи, в будущем году я тебя без экзаменов на первый курс возьму, сказал он. И в эту школу тренеров надо прописку, потом через военкомат. В армии энергичный парень проявил себя как отличный спортсмен, служил в спортивной роте, стал 3-кратным чемпионом Сахалинской области по вольной борьбе, а также чемпионом по самбо. Сослуживцы уважали его за открытый и добрый характер, позитивное отношение к жизни и готовность помочь в любой ситуации. Вернувшись на родину, поступил на биолого-географический факультет Якутского госуниверситета. Студенческие годы были наполнены яркими событиями. Был активным, целеустремленным студентом, хорошим организатором и другом. Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в качестве учителя труда в республиканской школе-интернате для слабослышащих детей. Школа заменяла детям все – и дом, и семью, и друзей. И каждый визит нового человека для них был событием. Конечно, когда в школу пришел новый учитель труда, все о нем заговорили. Веселый, открытый и дружелюбный, Борис Прокопьевич сразу завоевал симпатию детей. А когда он на общественных началах стал вести секции по настольному теннису, вольной борьбе и волейболу, так и вовсе стал всеобщим любимцем. При этом он очень быстро освоил жестомимическую речь, которая гораздо быстрее побуквенной и тем более нужна в спорте, где нужно показать сходу во время схваток, делай быстро, хитро, умно. Это было в каком году? 86-й год был. А я в 85-м году родила последнего сына, ребенка, а потом вышла на работу. Вижу, какой-то человек ходит. С детьми играют, что-то балуются, они там балуются. Ну, я прошла в свой кабинет, прошла. Говорю, это кто там? Сказали, это новый трудовик. А у нас в школе-то главный человек – это трудовик и физкультурник. Потому что у нас школа специальная школа. Не вот такая обычная школа, да, специальная школа. Потому что для наших детей, которые вот
у них какие-то недостатки. У нас вот школа слабослышащих детей. Значит, они плохо говорят, плохо общаются, да. Поэтому мы ставили задачу, чтобы они именно физически были лучше этих детей, сильнее этих детей. Поэтому мы именно труд и физкультура на первом месте. Труд и физкультура. А тут появился новый трудовик. А потом у нас встал вопрос. Каждый учитель должен вести какой-то вот, кружок какой-то, секцию или что-то. А он мне говорит: Борис Прокопьевич, да я вообще физкультурник хороший. Я могу то. Я говорю: да ты что, давай, Борис, держись и все делай, что надо. Они у нас очень любят физкультуру, потому что у нас школа стоит где? За городом. Своя территория, лес вокруг, свои там игры, свои площадки. Все есть, все условия есть вроде, да? Работай только. Они целый день на улице, футбол гоняют, хоккей гоняют, да? И, пожалуйста, занимайся сколько хочешь с ними. Вот он сказал, что я буду заниматься. Ну, хорошо, говорю, школа у нас маленькая, небольшая, спортзал есть, все. Бери. У нас была единственная школа в регионе. Они приезжали даже из Магадана. Были дети, которые... Там же не было школы для слабослышащих. И к нам отправляли детей из Магадана, из Чукотки. Эвенки, вот такие дети были. Среди воспитанников Борис Прокопьевич разглядел одного сильного мальчика Эдика Христофорова, который был родом из далекого северного поселка Кюсюр Булунского района. В 1987 году Федоров повез своих ребят на первенство РСФСР среди школьников в Улан-Удэ. Эдик выступил в интересах команды на вес тяжелее, стал лишь 5-м, но тренер решил действовать конкретно. Пошел во Всесоюзное общество глухих и попросил устроить товарищескую встречу среди других борцов. Эдик всех одолел и получил право участвовать в чемпионате РСФСР. И вот наступило время ехать на чемпионат РСФСР. Эдик Христофоров впервые участвовал на соревнованиях такого уровня, поэтому на простого якутского паренька сначала никто не обратил внимания. Но Эдик шел в атаку, в голове крутилась фраза тренера Бориса Прокопьевича: «Соберись, ты же мужчина, ты должен выступить отлично, ты достоин только победы». И он победил. 18-летний Эдуард Христофоров, первым из якутских спортсменов-инвалидов по слуху, стал чемпионом РСФСР и СССР по вольной борьбе. Его соперниками были борцы из Осетии, Армении, Грузии, Бурятии, Татарстана и других регионов. Выдержать такую острую конкуренцию, такой жесткий накал мог далеко не каждый спортсмен. Чемпион СССР наш Эдик. Здрасте, говорю. Чемпион СССР. Как это так? Так вот, первое место СССР. Представляете? Ну и пошло, и дальше пошло, и мальчики наши, вот этот Копытов Юра, братья эти Николаевы, вообще были такие звезды в школе. Как они играли, вот даже мы стояли и смотрели, прямо как вот по телевизору смотришь, как они бегают, играют в футбол, да? Точно так же играли. Марадона, его обзывали Марадоной. Точно был как Марадона, вот бегал вот так вот, запросто, мячи такие брал, прямо мы сами любовались. Вот такие мальчишки были у нас хорошие. А потом стал и с девчонками заниматься, там теннис, то все пошло прямо, да. И школа наша прямо звезда. Школа слабослышащих среди спецшкол, там же разные же школы, спецшколы есть. И мы на первом месте. В 1991 году Борис Прокопьевич перешел в школу для глухих детей, где еще больше раскрылся его тренерский талант. Он был универсальным тренером. 2 раза его волейбольная команда занимала 3-е места на чемпионате Якутска среди обычных школ. Его воспитанники по настольному теннису Николай Николаев и Дмитрий Жирков в первенствах России среди глухих занимали призовые места. В 1993 году Борис Федоров подготовил команду к Сибириаде среди инвалидов по слуху. Все 4 его воспитанников вернулись с медалями. Борис Прокопьевич также с большой самоотдачей готовил детей к международным спортивным играм «Дети Азии».
Его воспитанники были призерами по пауэрлифтингу, масс-рестлингу. Неизменно команда глухих школьников под руководством Федорова участвовала в первенствах России по вольной борьбе и всегда возвращалась с медалями. Порой в команде было по 10 ребят. Они с большим воодушевлением и трепетом ждали очередные соревнования, готовились, развивались физически и духовно. Я уже знал, что у Бориса Прокопьевича очень хорошие отношения и контакт с детьми глухими, слабослышащими. А дети глухие, они очень такие осторожные. Они не ко всем людям открываются, идут навстречу. Поэтому, мне кажется, он вот именно знает, как подходить к таким людям, детям. И людям, и детям. Он, какое-то у него было вот такое вот обаяние. Он детей подкупал этим, тем, что он всегда к ним относился по-доброму, по-отечески. Поэтому ребята, они же очень такие чувствительные, глухие особенно. И они очень хорошие, психологи. Они знают, как человек относится, фальшиво или же идет от чистого сердца. Вот у Бориса Прокопьевича шли от него, видимо, от всего сердца, его отношения, не фальшивое, да, какое бывает, не рядовое, там, сделай, там, принеси и так далее. Он проникал вообще к детям, можно сказать, даже в душу, потому что он интересовался их судьбой, родителями, в каких условиях они росли. Я хочу сказать, что дети, вот, которые у нас обучались, воспитывались, они все очень сложной судьбой, потому что многие и сироты, дети из неблагополучных семей, дети самих инвалидов. Поэтому они вот как-то чем-то они были обделенные жизнью, судьбой. И вот это пространство, их обделенность, да, наполняли именно педагоги. И вот особую роль играл Борис Прокопьевич. Первый тренер подарил воспитанникам не только любовь к спорту, но и радость первых открытий. Первый полет на самолете, первую поездку в Москву, знакомство с ребятами из других регионов, музеи, экскурсии и счастливые впечатления детства. Кстати, у Бориса Прокопьевича очень помного, они даже жили во время каникул. Он их брал всегда как своих детей. Они даже там, его, может быть, даже считали как отцом, потому что многие дети были без отцов, не знали вот мужского воспитания. Вот. Те, кто пришел работать с детьми, инвалидами, детьми глухими, там и остаются. Потому что для меня вот те годы, когда я работал, там уже это все отложилось здесь. И в первую очередь надо знать язык, на котором они говорят. Без этого бесполезно уже как-то выстраивать. Я очень поражался тому, что Борис Прокопьевич очень ловко с ними разговаривал. Вообще, это что-то не... Я, конечно, очень долго к этому привыкал, обучался. Но самое главное, это учителя, это дети были. Потому что ты все равно должен как-то общаться, и ты вынужден уже все это принимать, учиться. У Бориса Прокопьевича были свои жесты, да. И он как-то посмотрит или что-то. Они же не слышат. Все равно там кричи, не кричи. И у него были какие-то вот эти жесты, да, только известные ему и детям. Понятно, сразу он как-то сделает, они ошибку свою сразу понимают и начинают по-другому бороться или какие-то приемы принимать. Это вот тонкости такие, да. Не только перевод, там уже не перевод, а вот уже как бы симбиоз уже, да. Ты уже на таком уровне кинестетическом, сейчас можно сказать, да, ты уже понимаешь человека. И ребята тоже ему очень доверяли. Кстати, Борис Прокопьевич очень научил меня даже, можно сказать, я потом в практике это тоже использовал. Это ребята он всегда выводил на аудиторию, да, скажем, нормотипичный сейчас по-научному говорят, это слышащими нормальными детьми. Потому что он говорил, что дети должны общаться.
И оказывается, я сначала боялся, что у нас какие-то могут быть конфликты, но дети, когда сами с собой, когда общаются, они очень быстро находят общий язык. Мы ездили и в Намский район, на мою родину, в Хомусах ездили в соревнованиям. Кстати, у нас не только была там борьба, у нас у Бориса Прокопьевича еще и занимались девушки, настольный теннис, вот, шашки. И у нас вот такая команда была. Благо, что у нас был свой автобус, и мы... Автобус плюс еще и Бориса Прокопьевича. Вот эта машина, буханка. Вот на нем загружались и ездили. Помню, первый раз, когда поехали в Намсы, в Хомстах, ребята сначала посмотрели, удивились, что вот глухие дети могут там бороться, там играть и так далее. И как-то вот было отношение такое вот, ну, жалостливое, может быть, да? Но когда дети встретились и начали соревноваться, вообще, наши там всех пух и прах разбили. Они потом так челюсти отвисли у учителей моих. Говорят, ну, Егор Афанасьевич, твои дети дали нам, говорит, урок, что нельзя относиться к инвалидам, ну, свысока или как-то жалостно, или как-то. Вот. Ездили, помню, мы и в Чурапчинский район несколько раз. Один раз даже мы украсили очень хороший праздник в селе Тулей. Там был праздник Прода зимы, кажется. И все призы выиграли наши дети. Даже на столб залезали. Для них это были очень такие вот незабываемые моменты жизни. Ну, не просто, а это все равно как воспитывать человека. Они учатся общаться с другими людьми, принимать их. Но спорт, который принес им Борис Прокопьевич, дал им вообще широкий проспект для реализации вообще. Он стал мощным толчком. И у нас вот как раз в то время, когда мы с Борисом Прокопьевичем работали вместе, в среде глухих и слабослышащих детей, это был вообще взрыв. Сразу плеяда таких ребят вышли. Воспитанники Бориса Прокопьевича, это и Сергей Николаев, Володя Бородин, Гоша Скрябин, ну и многие другие. Это вообще был такой самый, скажем, золотая элита именно спортсменов, инвалидов по слуху. Усилия тренера Федорова вскоре дали свои положительные результаты и в большом спорте. Воспитанники Юрий Копытов, Прокопий Николаев, Сергей Николаев, Владимир Бородин впервые в истории якутского спорта покорили Олимпиаду глухих, стали заслуженными мастерами спорта России. Юрий Копытов участвовал в 3 сурдолимпиадах и трижды входил в тройку сильнейших борцов планеты. Сначала в Дании, потом в Италии он становился серебряным призером. В Австралии завоевал бронзовую медаль. Юрий – выпускник школы слабослышащих детей. Борис Прокопьевич взял его под заботливое отеческое крыло и открыл дорогу в большой спорт. В тренерском тандеме с Владимиром Дмитриевичем Поповым подготовили Юрия к Всемирным играм глухих, которые прошли в 1997 году в городе Копенгагене, Дании. Одолев болгарина, итальянца, турка и американца, Юрий стремительно шел к победе, но в финале ему противостоял сильнейший югославский борец, и Юрий стал серебряным призером. В 2001 году в сурдолимпиаде в итальянском Риме Копытов выступил сразу в 2 видах борьбы. По греко-римской борьбе занял 5-е место, а в вольной борьбе занял 2-е место, одолев сильнейших атлетов из Америки, Болгарии и Турции. В 2005 году в австралийском Мельбурне в 37 лет он стал 3-кратным призером сурдолимпиады. И эта легенда якутской школы борьбы называет Бориса Прокопьевича папой. Вам всем благодарен. Те, уважаю, равная черта, уважаю.
Спорт стал путеводной звездой и для Прокопия Николаева, выпускника школы слабослышащих детей, которого Борис Прокопьевич вырастил из школьной секции вольной борьбы. Накануне Всемирных игр глухих в Копенгагене на чемпионате страны он стал третьим призером. Но для того, чтобы войти в сборную, нужна была только победа. Тогда тренер Борис Прокопьевич стал искать другие пути. Благодаря грамотным переговорам Федорова сборная Казахстана приняла якутского спортсмена. На ковре Копенгагена Прокопий боролся с турком, болгарином, югославом. В итоге завоевал бронзовую медаль. После успешного выступления на играх Прокопий в 1998 и 2001 годах был лучшим борцом России. К Олимпиаде в Риме был готов на 100%. Однако и соперники были не лыком шиты, чемпионы и призеры Европы и мира. С ними развернулась нешуточная борьба. Первых двух соперников, турка и болгарина, Прокопий одолел в сухую 10-0. Самой изматывающей была схватка с иранцем. В итоге Прокопий занял третье место. На своей третьей сурдолимпиаде в 2013 году Прокопий продемонстрировал чудеса мужества, непоколебимую силу воли и пример спортивного долголетия. В свои 40 лет он одолел всех соперников и в финальной схватке встретился с молодым перспективным борцом из Казахстана. Оба атлета держали зал в нешуточном напряжении. Никто не мог предугадать исход встречи. В итоге Прокопий Николаев стал вторым призером, и это серебряная медаль ценой в золотую. Борис Прокопьевич является первым тренером чемпиона сурдолимпийских игр Сергея Николаева. Именно он воспитал из маленького мальчика из школы глухих настоящего чемпиона. Постепенно, шаг за шагом, они вместе шли к заветной цели. Сначала были школьные турниры, потом соревнования республиканского и российского уровней. В 2002 году Сергей Николаев вошел в сборную России и стал показывать блестящие результаты на международных соревнованиях. В 2005 году он стал бронзовым призером сурдолимпиады в Мельбурне. Это был стремительный прорыв в большой спорт. За относительно короткое время он успел стать неоднократным чемпионом, призером международных турниров, освоил сложные технические приемы, отработал собственные навыки. А уже в 2009 году в Тайбэе впервые в истории якутского спорта Сергей Николаев завоевал титул чемпиона сурдолимпийских игр в весе 55 килограммов. Удивительно, но факт. Он в сухую обыграл всех своих соперников, чем поразил даже искушенную публику. Первого своего соперника, молодого подвижного монгола, он победил с разгромным счетом 10-0. Затем уже на 30-й секунде уложил титулованного иранца на туше. Далее победил азербайджанца с невероятным счетом 11-0. В финальной схватке Сергей одержал блестящую победу над турецким борцом. Сколько труда, сил и энергии пришлось приложить, чтобы мечта стала реальностью. Его золотая олимпийская медаль стала результатом колоссального труда всего тренерского состава во главе с заслуженным тренером России Борисом Прокопьевичем Федоровым. Сергей признался, что спорт полностью изменил его жизнь, и в этом есть огромная заслуга его первого тренера Бориса Федорова. Владимир Бородин стал четвертым сурдолимпийцем из воспитанников Бориса Федорова. Его звезда зажглась в 2013 году. Володя получил заветную путевку на сурдолимпийские игры в Болгарии в весовой категории до 66 килограммов. Первым его соперником был жилистый болгарин. Володя взял инициативу в свои руки и одержал техническую победу 8-0. Следующим соперником был сильный борец из Ирана. Традиционно именно они демонстрируют чудеса борьбы в вольном стиле. В схватке за третье место Бородин одолел молодого казахского борца и занял третье место. Я вот всегда хочу подчеркнуть, это соревновательный опыт. Вот разные же школы. Дагестанская школа борьбы, осетинская школа борьбы, бурятская школа борьбы. Вот и все перенимают мои ребята. И лучше они выигрывают и Россию, потом Европу, мир и сурдоолимпийские игры. Это потолок. И как мы поедем,
участвовать и по нулям не приезжаем. Все равно третье, второе, даже первое место. Вот, чемпион сурдоолимпийских игр. Это Николаев Сергей, Стрекаловский Вася. Жестомимика я им объяснял. Даже по ходу борьбы я машу ему: внимание, здесь, вот здесь надо защититься обязательно, ошибку нельзя, думай головой. Вот такие задания они все выполняли, советы. Сейчас пока вот дактилом скажешь, он не примет это. Пока читать, что ты будешь писать, он уже проиграет. Да. Ну, сейчас прошло столько лет, и все как мультик обратно перекручиваю. И думаю, вот правильнее я все делал. Но ни один раз, ни один год не останавливался. Если остановился бы, то бы снова там уровень бы рос, а я бы остался. Тоже заново надо было. Мы хорошо каждый год принимали участие, уровень держали. Ну, я им объяснял, что мы с холодного края. Должны внутри крепкие быть. Вот они с теплого края. Мы должны их выигрывать. А у нас... Борис Прокопьевич всегда всем сердцем болеет за судьбу своих воспитанников. В 90-е годы, в самое сложное для страны время, было не до инвалидного спорта, но настырный тренер обивал пороги министерств и ведомств, искал спонсоров, находил средства на экипировку, выездные учебно-тренировочные сборы, на дорогостоящие билеты в другие города и страны. В этом ему помогали его друзья, земляки, однокурсники с добрым, отзывчивым сердцем. От имени спортсменов с нарушениями слуха Борис Прокопьевич выражает им сердечную благодарность. В спорте самая главная фигура – это тренер. Если появляется какому-то виду спорта талантливый тренер, педагог, тогда начинаются высокие результаты. И появляются талантливые спортсмены. Вот Борис Прокопьевич действительно такой. Его я считаю основателем сурдоолимпийских игр Якутии. Благодаря воспитанию своих и достижению крупных спортивных результатов сурдоолимпийские игры Якутии начали развиваться. Борис Прокопьевич начал свою работу как учитель физкультуры и начинал с секции вольной борьбы, ну и спортивной секции, даже настольного тенниса. Он в свое время именно в своем интернате начал работать. И первый показатель – это Эдуард Христофоров стал чемпионом РСФСР, СССР по вольной борьбе. Затем стали показывать крупные, хорошие результаты. Это Юрий Копытов, Прокопий Николаев. Юрий Копытов стал призером сурдоолимпийских игр по вольной борьбе и по классической борьбе. А Прокопий Николаев стал трехкратным призером сурдоолимпийских игр. Сергей Николаев стал призером сурдоолимпийских игр. Вот такие яркие личности воспитал Борис Прокопьевич. Борис Прокопьевич, когда я работал председателем Госсомспорта, он очень настаивал прием председателя и финансирование, поддержка сурдоолимпийцев. Он очень убедительно настаивал и доказывал. Ну, конечно, мы всегда поддерживали, потому что мы видели, что именно своим трудом, своим старанием, энтузиазмом он воспитывал хороших борцов, спортсменов. Попов Владимир Дмитриевичем, заслуженным тренером Республики России, они вместе работали. И да, Владимир Дмитриевич очень талантливый тренер и готовил ребят, оттачивал технику. Вот благодаря совместной работе, дружественной работе достигали. Борис Прокопьевич находил очень хороший контакт именно с сборной командой России. И они вместе работали, и сборы проходили вместе. Поэтому вот
у Бориса Прокопьевича получалось и о российском уровне. Ну, с Борисом Прокопьевичем меня свела судьба, когда я уже был назначен министром труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Не как преемственнику от Юрия Анатольевны досталась Ассоциация спорта инвалидов, с чем, конечно, я сразу согласился. И вот с тех пор у нас началась достаточно расширенная работа в части развития адаптивного спорта у нас в Республике Саха-Якутия. Хочу сказать, что в те года, это был 2007 год, у нас работа велась только на общественных началах. Вы знаете, тогда еще не было государственной политики развития, но при этом уже давно у нас наши ребята уже участвовали на судоолимпийских и паралимпийских играх. Ну, хочу сказать, что первые ласточки наши – это Юрий Копыта по греко-римской борьбе, и Сергей Николаев, Прокопий Николаев, да, уже участвовали на судоолимпийских играх. Ну и также у нас первые ласточки, вот, мы признаем нашу Анастасию Диодорову, которая уже участвовала на паралимпийских играх. Поэтому в республике с 2004 года более так организованно была создана Ассоциация спорта инвалидов, и вот они по многим направлениям уже занимались. С тех пор, конечно, уже достаточно времени прошло. Я хочу сказать, что сейчас совсем другие времена. В 2008 году вышло решение, что спорт инвалидов, адаптивный спорт должна развиваться, и судоолимпийские и паралимпийские игры были приравнены к олимпийским. Поэтому уже на государственном уровне было признано развитие спорта инвалидов, адаптивных видов спорта. И с тех пор началась более серьезная работа при поддержке Министерства спорта. Когда я был еще министром труда и социального развития, мы тогда разработали свою программу развития адаптивных видов спорта. И тогда уже с бюджетных средств были выделены средства на поддержку спорта инвалидов. Борис Прокопьевич – это одни из тех людей, которые на общественных началах своей инициативой начали развивать адаптивный спорт у нас в Республике Саха-Якутия, в частности, судоолимпийский по вольной борьбе. Как я уже сказал, благодаря вот таким людям, как Борис Прокопьевич, их инициативе, энтузиазму, наши спортсмены уже завоевывали пьедесталы Российской Федерации, ну и международные. Борис Прокопьевич, конечно же, он был зачинателем развития именно судоолимпийской по вольной борьбе спорт глухих. Я уже говорил о том, что первые по греко-римской борьбе были, ну а потом уже по вольной борьбе. Благодаря его организаторским способностям, да, тренерскому, наши ребята уже начали выступать сперва на всероссийских и потом уже на международном уровне. Он был настолько настырным, добивался своих целей, что мы всегда его поддерживали. Да, было трудно. Тогда, еще раз говорю, отдельных средств по Министерству спорта не было. Поэтому все это было на общественных началах, на средства родителей, да, родственников. Всегда сложно было изыскать средства на проезды. Были бы проезды, может быть, еще больше было бы достижений, но тогда время было иное. Поэтому я, конечно же, благодарю Бориса Прокопьевича за проделанную работу, ну а в последующем, в действительности, с поддержкой уже на государственном уровне, предусмотрением отдельной программы развития адаптивной физической культуры, это более-менее стало. И сейчас уже специализированное государственное учреждение занимается, Центр по адаптивным видам спорта и физкультуры, поэтому уже очень многие наши спортсмены, адаптивники добиваются больших успехов. Борис Прокопьев тырманнеги бисихилер бит Россияга истибет олорга оны куман тоқтық істер олар ортоларығар Россия чемпионатығар Бурятия стадисыта оланы доғыраққа білсіппет. Онны барар бітігер ол, онны бесихи аппет, онны білсіппет, онны білсер, онны тейдақ беттекені тоқтық істершелерге өлелер тренер учудал әтер инструктор. Мен болағына, мен прос, юрақ министерстве бетін бұхарытынан істибет оларға баран өлелі әйді бұтым.
Олог истибет оғылырға школа-интернат среди глухих кенадыр. Ол оғылырға баран үлі ғылдар бар өліксіз педені шадырынден ұрып бейбін өрәппет оскола директоры Россия брестәтілетті үлі хидебіке. Халалтатының үлі әппет, оның үлі хидемін бейе митері бүтірі ғыдыр кәпсеті әмін бұл оғылыр ғытыры истибет оғылыры, оның төқтік істері оғылыры сүрін команда тәрiyemmет Россияға барырға бәлемненерге бейе қоқымылы хүнден кәпсеті ән оны митері бүтірі ылынан ити баранды үліләйін қамсахан бұта. Оның антиманны денеттіқі митері бүтіревес ити істібет оғылырға білігін ити адаптирімні спорт деңі ханатын, өйін санатын деренлік күйіскі ұрыр әті. Тойтықы бейі үлілі еқпетініне, бұ Борис Прокопьевич, оны мен үлілі еқпетініне, бұ осколаға, оны бұ істібеттер құлыптырғыр Гаврил Михайлович Дмитриевтен. Хевескі ойыз 2 төлілік чемпиона Роман Михайлович Дмитриев бірге түрәбіт, ұбая үліләбіті. Үліләбіті бұт оғылыр. Оны Будимир Яковлевтен, кәлін Будимир Григорьевич, кәлін Российская Федерация төлік тренері болып бұдылуақын тұстықтыры бәлемні әбіт тренер. Әме үліләбіті бұт. Онын Дмитрий Петрович бұл оғылырға, имбелит оғылырға, істібәд еті кірі айылғаттан кірі мұхоқтарда оғылырға, дұровелерін тұпсыралдырығар, бәйтін өйін санатын күшке бербеке. Тәтігейдігетін тұрамын бұл Борис Прокопьевич үлет ағамнаға қамнырығар, бігеге етіманнайғы бір көсігіліктілі Россия чемпионат еронны бұл Юрий Капитовтен біге хақы херекен тұттуыта үсті өліға сұрды олимпийскі ойнулар металистері Ульяновска кура күйерін әдер кеметі кәлін тұсты бұта оны чемпионны әбеті манны бігеге олаттар бұт істібет оғылар, оны істері толыр істібет оғылар боланты тағыз келек бар бұл пұпыла бұты Борис Прокопьевич. Оны барам бұт 2 металләқ кәлбіп бұт. Оны болдағаны бігі бір күстәқ тұстуып бұт Борис Прокопьевич жетер олардан үйрәп бұт оғыты. Әдік Христоп Ураптен оғыны таба көрбіп бұт. Иті ол күріқтігі Россия чемпионатер үші ер кейлбет әгірім баран хүддәқ кеге қарағар бірағалдар тұстыны көрдір біті. Онтан кәлін оғыны көтір күйіскілі әмет еті оға кәлін Сәвескі хойыскі бұл сақа оғыларыттан маннайгынан, сақа жонуттан маннайгынан Сәвескі хойыс чемпионы бол бұта. Еті Татария бол бұл күріқтігі. Onun Борис Прокопьевич etinde ol әдіге ыртахарыға еті бұлын оңыта, бұлын орыйынты түрітті оға әдік кенлерге Борис Прокопьевич кәті ғыстапа бұллақ бұны 200 сыл арахады жетер күттілерін үйренмет жарықтамы бұллықтағады. Onun Борис Прокопьевич bu trenerski öyleğe istibet oğulurga bilgin adaптированный спорттер кәпсiri oğulur бұтығыр. Eder sahıttan küskölülehen bu опытыран bu onu ulağan tostukları kadar oğulların jarıktan, işte tostuz ağlıktan, katuaktan, onu katuakka bihiga Spartavos trenerleri Pedro Arhipovich Solovьев, Mikhail Mikhailovich Kazhinkin, Prokopyevich Semyonovich Ivanov kurduk üstek trenerler bilgin barı ütölek trenerler barı horoqturu ulağan hudarstığından nağaralaq jön bolan ulattılar. Oğulları kadar bilgülühen iti oğulların tostuğa sığıran sayınlarlar sayıdallarıgar küskümü bu sol aspet trenerine min bu bihiyaqa haqa herger Boris Prokopyevich Pyodorov'u atıbın onluk bilebin dağını. Onu tuğundan min kekke hıllarga Boris Prokopyevich'e kadar bilgül esipinen kiyen tuttabın ürebin. Бориса Федорова ценят и уважают тренеры из разных регионов России. Они искренне поздравляют его с юбилеем. Добрый день, мои друзья. Я хотел несколько слов сказать о своем друге Борису Прокопьевичу Федорову. Много лет мы с ним знакомы, можно сказать, четверть века. За этот период времени только хорошие, памятные и добрые слова можно сказать в его адрес. Это один из тех людей, который отдал спорту глухих в Якутии, в России своих сил и возможностей, подняв борьбу спорта глухих, как вольной, так и греко-римской борьбы, на высокий уровень. Он в трудное время вместе с борцами и тренерами города Тамбова, Татарстана, в лице Садыкова Раиса Мусаевича, город Бугульма, Осетии, ныне покойные Казбек Кануков и Лазарь Хаев, удержали борьбу
проводили товарищеские встречи, проводили перец России и находили в трудное время финансы, находили возможности приезжать, прилетать и проводить эти соревнования. Можно сказать, 25 лет назад я впервые увидел этого человека и полюбил его, поверил в него. Вот, он меня поддержал как молодого тренера. На сегодняшний день Борис Прокопьевич пенсионер, но душой и телом он дружит с теми мужиками, ребятами, с кем много лет назад завел эту хорошую дружбу. Я был у него на родине несколько раз, он был у меня на родине в гостях. Очень хорошее впечатление оставил он у моих друзей, у коллег. Добрый, хороший мужик. Поэтому в преддверии 70-летия хотел пожелать ему крепкого здоровья, земных благ, всего-всего хорошего. Борис Прокопьевич, так держать. Здравствуй, мой дорогой друг Борис Прокопьевич. Много лет мы с тобой вместе работали. Когда-то я начинал борьбу среди глухих, где тоже очень много сил приложил для развития этого вида спорта. Борьба среди глухих борцов. Начал я борьбу 91 года, ты подключился после моей просьбы. И мы много лет вместе работали. Также были другие инициативные люди с Осетии, с Тамбова, с Москвы, с Санкт-Петербурга, которые подъехали, и мы вместе общими усилиями стали развивать борьбу среди глухих борцов. И вот далеко в 93-м, 95-м году, когда ты приехал уже и стал вместе со мной работать, вернее, мы вместе стали поднимать борьбу среди глухих, ты проявил очень много чуткости, внимания к этим спортсменам-инвалидам. Ты провозил постоянно, находил средства, постоянно провозил на соревнования этих глухих людей. И благодаря тебе многие спортсмены достигли высоких спортивных достижений, стали чемпионами Олимпийских игр, стали чемпионами и призерами чемпионатов Европы и разных международных соревнований. В этот день, когда тебе исполняется, или просто не хочу говорить, сколько лет тебе, потому что выглядишь очень хорошо, я желаю тебе, чтобы ты еще много лет жил, трудился, радовал нас своим видом, своим присутствием на всех наших соревнованиях. Вот. И вообще желаю тебе огромного счастья семейного, чтобы все у тебя было хорошо. Если у тебя хорошо, значит, у нас тоже все будет хорошо. Ведь мы друзья. Борис Прокопьевич Федоров, это многие, не только мое мнение, считают его легендарным человеком, возродившим адаптивный вид спорта. Вот с его успехов в нашей республике начались поддержка со стороны государства, спорткомитета, Министерства спорта, обиженных от природы детей, и сейчас дошли до взрослых. Это, я считаю, все началось с того момента, когда Борис Прокопьевич Федоров, работая преподавателем труда в школе слабослышащих, подобрал ребят и начал их тренировать. И он начал тренировать их не только в борьбе. Настольный теннис, волейбол, масс-рестлинг, все было. И вот одаренных ребят Бородина, Копытова, с Чураптинского улуса села Мугудай, Скрябина поднял на европейский уровень. Вот это все благодаря Борису Прокопьевичу Федорову. И мы все знакомые, незнакомые, вся Якутия обрадовались. Так же, как Романа Михайловича Дмитриева, когда он стал олимпийским, в том же уровне. Но тогда еще вот адаптивный вид спорта, вот сурдоолимпиаду как-то держали чуть ниже Олимпийских игр. Потом, благодаря, опять же, Борису Прокопьевичу, тогдашнему министру Дегтяреву, Михаилу Дмитриевичу Гуляеву, и они вот подняли до уровня Ил-Тумена, потом еще дальше. И сейчас наши сурдоолимпийцы имеют те же пенсии, те же вознаграждения по результатам своих достижений. И я очень счастлив, что познакомили меня вот такие люди,
с таким человеком. Это моя судьба, мы до сих пор держимся. Я вот иногда говорю своим знакомым, ребятам, когда мы разговариваем про нашу борьбу, как мы сейчас идет уровень борьбы. Я сравниваю Бориса Прокопьевича Федорова с Дмитрием Петровичем Коркиным. Коркин среди здоровых, среди нормальных детей, а Борис Прокопьевич Федоров, он среди вот обиженных от природы детей. Как он поднял. Сейчас они имеют и пенсии, и даже некоторые вот наши чемпионы от государства получили квартиры, вот жилищный вопрос решили. Это же очень большое дело. Это не каждый может до того уровня поднять вот наших детей. Это вся заслуга Бориса Прокопьевича Федорова. За 27 лет плодотворной тренерской деятельности Борис Прокопьевич Федоров воспитал 4 заслуженных мастеров спорта России, чемпиона и неоднократных призеров Олимпиады глухих, чемпионов и призеров мира, 4 чемпионов Европы, 9 чемпионов России по вольной борьбе, победителей первенств России по настольному теннису, призеров международных спортивных игр «Дети Азии». Как опытный и мудрый тренер, он приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы наши якутские спортсмены с нарушением слуха вышли на мировую арену, стали заслуженными мастерами спорта России и примерами мужества для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Борис Прокопьевич – глава большой семьи, любимый муж, отец и дедушка. У меня супруга, замечательная супруга. Это тыл, Марфа Ильинична Федорова. Тенгулюнская она. Вот. Моих детей она воспитывала на уровне. Я-то был с утра до вечера с глухими. Это глухие мои дети. А мои родные дети вот самостоятельно, вот благодаря Марфе Ильиничне и ее мудрости выросли. Да. Вот, я ей очень благодарен. У меня по судьбе очень хорошие люди встречались. Я им всем благодарен. Мы искренне поздравляем Бориса Прокопьевича с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. Мы гордимся нашим земляком. Энигине титмаспын мақтана керебін Корсоңон хайгыбін толургун сөгөбін Сана бар сахалы Саңарар курдуккун лабағын далбаты әнмияхы